Всем привет из Комы. Снова мы выехали на рыбалку. Сегодня 31 января уже. И на улице минус 20 градусов. До сюда, вот где я оставил буран от своего дома, ровно 2 километра 200 метров. Дальше пойдем пешком на лыжах. Сегодня у меня планы порыбачить в новом месте. Ну, от бурана, наверное, недалеко так пойдем и там порыбачим. Не буду я уходить за поворот. Сперва здесь попробуем. Если не будет клевать, можно поменять место. На улице холодно, 20 градусов, но безветренно. Сперва будем искать рыбу без палатки. Ладно, давайте посмотрим, что получится. Короче, вон там оставил буран, здесь спустился. Наша тропинка вон там проходит. Но все замело, блин. Немножко старая лыжня была вот тут. Сделал такой кружок. По-другому никак. Потому что наледи, блин, думаю, лучше обойти. Сегодня еще наледи нам достанется. Синюю палатку. Голубая палатка там стояла. Я думал, до весны будут там держать. Палатку вообще убрали. Или место поменяли, или вообще рыба не клюет. Слухи есть такая, что сейчас рыба не активная, а вообще клев вообще перестал. Вчера еще общались с мужиками, блин, не знаю. Но и тоже эти девушки, две девушки тут рыбачат. Палатка, и здесь одна еще на повороте, вот тут. В прошлый раз тоже в январе, наверное, или когда они вообще провалилась одна. Лед тонкий. По своей тропинке, которая всю зиму ходят, должно все замерзнуть, а там, блин, майн попали, короче, провалилась одна. Ну, здесь где-нибудь попробую сперва, чем черт не шутит, блин. Надо попробовать. В принципе, здесь раньше тоже клевало хорошо, и крупные ельцы попадались. На реке еще стало хуже. Смотрите, что творится. Я еще лунку не просверлил. С лыж я выпрыгнула, блядь, думал, провалился. Как будто в воду выпрыгнул. Вообще жесть. Я не знаю, что делать тут. Стоит, не стоит тут пробуриться. И на старое место, где уже замерзло все, и дальше идти. Ребят, вот это да. Ребят, не знаю, как вы думаете, но с моей стороны это будет ненормально сидеть тут в этой луже. Давайте сходим все-таки до места нашей рыбалки, где 2 раза я уже рыбачил. Там должно быть все замерзло, но это не вариант. С Ухты написали, что говорит, лед такой тонкий, там 40 сантиметров. Ну, я не знаю, верьте, не верьте, но у нас вот что творится. Наледи в этом году очень сильные, блин. Невозможно сидеть тут в этой луже, блин. В прошлом видео спрашивали, какую прикормку я использую. Сейчас, в данный момент, вот такой шоколадного цвета. Это сейчас я в Сыктывкар ездил, по скидке купил. Он очень дешевый, но скидку сделали. Говорят, что там моль появилась. Давно уже, видать, лежала в магазине. Ну, блин, какой-то вот интересный запах. А посуда, которая вот для прикормки, вот она. Это с аптеки я купил, как сказать, анализы куда сдают. Снизу такой грузик и стаканчик вот такой. Все, никакого секрета нету. Если есть рыба там, не надо заморачиваться, ничего там. Вот так. Вполне достаточно. Посмотрим, может, если хорошо будет заработать эта прикормка, еще можно купить. У меня заканчивается прикормка, я откуплю пачку. Ну, в таком количестве он очень долго хватает. Если... Так, выходит, нет. Выходит. Если заканчивается, я еду в город, покупаю новый.
Самый простой, дешевый. Вот так. Ладно, сейчас буду сперва рыбачить видеокамерой. Буду смотреть. Рыба, если подойдет, удочку закинем. Ну и еще, что в принципе. Еще один момент. Сейчас лунку от прикормку сделал поближе. Когда далеко, думаю, бля, рыба обходит крючки, идет к банке прикормкана. Это я уже начал тоже замечать. Это надо делать не дальше метра, я думаю. Лунки от прикормки. Ну все, ждем. Немножко даже я спотел, ребят. Сейчас надо чуть-чуть подостыть. Ну вот такая природа у нас. Там наше село гудит все. Собаки лают. Лисы очень много следов видел сегодня. И вон там он. Это нет. Вон там проходила. По лыжне до сюда пришла. Потом один пересек речку, второй другую сторону. Ну, вон куропатка, вон 4 штуки. 5-6 штук. 6 штук. Не знаю, блин, попал, нет. Но так-то он попал в кадр, но вот только видно, не видно. Они белые. Сперва 4, потом 2 штуки еще. Прошлый раз 5 штук видел. Ну вот здесь вот такие ивы, кустарники. И вот они тут кормятся, живут. Здесь хороший лед, замерзло все, вообще четко. Вот тот штатив, о чем я говорил, будни Олега. На канале вот сейчас этим штативом пользуюсь. Это много. Ну почти 3000 он стоит. Взял. Ну и я наблюдаю, в принципе. Ни одной рыбы еще я не вижу, не подходила, видимо. Может и проходят, да и не замечаешь, пока болтаю. Ну, одним словом так. Сперва на камеру наблюдаю, если движуха какая начнется, я сразу закину удочку. Ребят, первая рыба. Вон он, елец. Ну, камера выключена была, все спонтанно получилось. Мы одного поймали. Не крупный, но спортивная рыба такая вот. Есть. Тоже не крупный. Тоже не крупный. Ну вот, ребят, 2 рыб я поймал уже. Вот такие не крупные, правда, но все равно интересно ловить зимой рыбу. Сейчас еще рано, я думаю, через часик клев будет лучше. Потому что сейчас 9:30 только. Обычно сейчас, как я понял, после 10 более-менее рыба активная. Ну, подождем, посмотрим. Но на первый взгляд вам скажу, не очень. Что-то вообще сидишь, поклевок нету. Ждем. Сюда подошел, вот здесь есть. Ок, сорвался, блин. Облет или что он, как такой рывок был. Как будто облет, он стукнулся и сорвался. Есть уже он, сидит. Сидит, ребят. Бойкий такой. Покрупнее. Вон он. Покрупнее, ребят. Это уже рыба. Ух, как проглотила она вообще. Прям проглотила она. Но не знаю, как вынуть это. Есть. Опа, есть контакт. Такой же не крупный. Вон он. Лилец. Вкусно, очень вкусная рыба. Вон она. Какая спина. Не такая крупная, а спина какая. Это какая-то плотная рыба, хорошая.
Блин, и тут поклевка-то же. Не, значит, стайка-то все так и подошла. Эти три мормышка работают, а желтая мормышка вообще клева нету на него. Вообще подходов на него нету. Белая работает. Этот глазик более-менее работает. И муравей там тоже поклевки идут. А на желтую вообще подхода нет. Так, есть. Вон он, блин. Вот это мучал он меня. О. Хороший размерчик. Очень осторожно, очень. Это белая мормышка. У меня очень острая. А, даже не белая, оказывается. Я путаю. Это глазик, так скажем. Белая вообще острая. Да и это тоже не подвела. Есть. О, плотва. Хе. Вон он. Плотва, ребят. Красивая рыба, но не скажу, что она очень вкусная. Не особо так нравится. Кому как. Есть. О, нормалек. Нормалек. Вон он, ребят. Есть. Долго мучил, ребят, он сейчас меня. Наконец-то дернул. Ну, одинаковые, стандартные сегодня выпадают. Одинаковые размеры вот такие. Опа. Опа. Это крупный. Ох. Смотрите. Это крупный. Плотва. Да. Это на новую прикормку, между прочим, плотва даже подходит. Вон там клюется снова. Вон он, ребят. Более-менее. Это для зимы, так скажем, что размеры такие вот крупные. Для лета, конечно, это мелочь. В большинстве случаев такие рыбы вообще не берем. А вот зимой, вот, когда вот попадает такая рыба, уже как-то радостно, уже с гордостью таким рассказываешь знакомым, что вот поймал такую крупную плотву. Это не из мелких уже, это такая средненький. Конечно, есть в нашей реке и крупные рыбы, но, конечно, зимой очень трудно их поймать. Если только съездить на таежную речку и на жерлице щуку поймать. На таежной речке можно хариусов наловить. Вот. Ну, вообще нормально. Уже вот так потихоньку набирается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук уже. Пол жарки есть. Дай можно это пожарить. Есть. Это уже мелочь. Это уже мелочь. И мы не берем парень. Давай гуляй, Вася. Ой, мелочь тоже. Что-то новое. Что за рыба хоть? А, хариус, ребят. Вон он. Хариус какой маленький.
Блин, куда ты зацепился? Ай, беда. Надо же. Смотрите. Я думаю, что в эту пору такая маленькая хариус. Такой маленький. Вон он. Попадался сейчас микроскопический маленький хариус, но в палатке такой вот сразу вкус этого свежего огурца, или я не знаю, чем сравнивать, но запах хариуса какой-то особый и, блин, как будто я сейчас в палатке у меня целое ведро этого хариуса. Это да, вкус такой передает эта рыба, очень. И самое интересное, вот такая мелочь, это прошлогодний или что за рыба? Это значит, если с прошлой весны, это с размером спичечного коробка только этот размер получается. Вырос. Должен же за сезон больше вырасти. Но интересно. Сейчас включал камеру, потому что поклевок давненько уже нету. А рыба там стоит, кишит прямо рыба. Ну вот на игру он вообще не реагирует. Ну, мало когда вот на игру я рыбачу, потому что так он не клюет. Всегда елец, как ни странно, берет на стоячую мормышку. Вот только приходится ждать, терпеливо ждать. Время от времени рыба берет, но я точно знаю, что она тут есть, потому что я их вижу в видеокамеру. Есть. Пачки. Снова плотва. Снова плотва, ребят. Чуть поменьше, но вот смотрите. К этой прикормке все-таки плотва лучше подходит, чем в прошлый раз рыбачил. Вон он. Так что каждая прикормка разная, блин. Смотрю подводную камеру, и я рыбы вообще не вижу. Рыба ушла, просто откуда-то ушла. Думал, щука там приплыла, там разогнала всех, тоже я его не вижу. Вообще клев перестал. Я ожидал, что в это время наоборот клев усилится. Рыба, к сожалению, ушла. Я не вижу никого. Вообще нету никого. Только прикормку я вижу. Выше нас прикормка. А, вон рыба. Есть один. Даже возле удочки. Блять, крутить тяжело. Вообще не крутится. Один показался еще, больше я не вижу никого. То когда рыба подходит, он стоит там, а сейчас в данный момент я их практически не вижу. Только один показался. Вообще нету. Еще посижу, ребят. Минут 20. Если поклевки не будет, я буду собираться. Вон одна рыба. С левой стороны от меня.
Есть одна рыба. Ну, прям возле удочек. Да, есть одна. Но может чуть подальше, я их не вижу просто. Может быть такое тоже. Но основной косяк куда-то отошел. Ладно, я это убираю. Больше сегодня подглядывать тоже не стану. И если не будет клевать, я тоже задерживаться тут не буду. В принципе, такое маленькая жарка уже вполне даже нормальная жареха получится. Это десяток, наверное, уже набрали мы. Вот. Ну, вот такая подводная камера. Очень, блин, всем рекомендую купить по возможности. Не скажу, что вот такую камеру. Любую камеру подводную. И будет интересно вам наблюдать, что творится под льдом. Есть рыба, нету рыбы. Косяк ли, одна штука, все можно увидеть. Ну, не на большом расстоянии. Скажем, вот от силы у меня камера берет на полметра, 70 сантиметров. Скажем, в солнечный день, когда просвечивает лед, будет брать где-то на расстоянии метра. Но все равно, хоть полметра, но можно разглядеть, там рыба есть, нету, даже очень интересно. Они не боятся камеры, вообще не боятся. Можно установить возле крючка, на палку установить. Были у меня рыбалки, вот где я показывал. Устанавливаю на палку и прям, чтобы мормышка видна. И они как мормышку берут. Очень интересно наблюдать. Есть пишущие камеры, есть без записи камеры. Вот это у меня пишет, и я могу зрителям своим показать. Я ради этого и брал камеру, чтобы записывал видео. Ну, есть просто обычные камеры подешевле. Посмотрел, что творится под льдом. Опять же, не подумайте, что это реклама. Это просто я советую своим зрителям для удобства на рыбалке. Очень интересно понаблюдать за рыбами. Тут вот, скажем, Ельцы, на Таежную реку поедешь, там бывает клюет, а не знаешь, там рыба одна или мелкая, большая, хариусы там, щука. Все можно разглядеть, все. Вот так. Да и, скажем, вот если что-то потеряете, утонет что-то под льдом у вас, что-то вот утонет, скажем, любая вещь, можно там разглядеть, где искать, посмотреть. Летом, осенью тоже есть. Осенью у меня зацепилась эта донка-то. Тоже разглядел полностью, как, где. Может, рыба там на крючке сидит. Оказывается, рыба там намотала на корягу и ушла рыба. Интересно там подводно. Вот чего-чего, я вот вообще нисколечко не жалею, что вот именно вот купил вот эту вещь. Ладно, вообще клёва нету. Ну, перестал клевать. Вот и болтаю, сижу. Решил, ребят, я закончить рыбалку. И давайте по традиции посчитаем, сколько штук сегодня мы наловили. И будем собираться. Так, 3 плотвы сегодня. 3 плотвы. Поймали 3 плотвы сегодня. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 рыбин. 7 ельцов и 3 плотвы. Опять четное число, блин, как ни крути. Прошлый раз 18, позапрошлый раз 20.
никак нечетные не получается. И вот сейчас уже не успеваю я лунки, все замерзает, леденеет, корочка льда все время получается. Но, к сожалению, вот, ну, не хочет рыба брать. Ну, вот такое количество, вот такая жареха. Такая жареха у нас будет. На сковороду почистим, не жалея растительным маслом или сливочным маслом пожаришь, и он очень вкусный. Вот, ну, блин, ельцы, конечно, крупные бывают. Размером вот такие. Такие размеры. Ну, блин, сантиметров 20. Ну и спина, не обманываю, как хариусы. У них спина очень широкая, мясистая. Здесь вот плавники у крупных ельцов красные. Это в основном весной ловится и осенью. Вот. А сейчас вот зимуют вот такие некрупные. Но все равно приятно. Скажем, бывает на рыбалку сходишь и без улова возвращаешься, а это уже как-никак все-таки улов. Rüzide koleminde yiyeceğiz. Hayır. Rüzide yiyeceğiz koleminde. Avımı var. Avımı burada. Ventay burada. Mikä vidlalos? O, чукатча монна. Mikä se teet? Дасчери. Dastjeri se teet. Tässä on me jäljellä sain uudut mun volmeesti kuskettia tari. Mutta Moldovan vuorossa liigoissa kyllä on jäsentänyt. Te mujen vuguršait nedla. A mujan vugraiset siitä. Ossen. Talon slaba on uopšte через pitkäkä munnussa. Man jättäi. Jätti oli. No. Kuinka se tämä oli? Da. Oli okti da. Volma bu okti. Avutayıkısı. Kujim kelçeda şijim muktalu sodi. Tatin vugraşis muiken. Bijil sayı. No. Uçik muksedi muiken. Moldan borsi ikigari. No. Neyse vugraşis minuti. A. Se me lekki muiken. Ufran liga mesta. No. Ja se ei dasken stuksedi. A. Se kyllä võidlemada ees osvõlu mugraisa naročne vidile. Sen vidlale no. Potšekli sogvermi posni. Maša taj vošta može palatkasi. Me vai. A, te vai. Kiralime vopše muđme. A čoktis? Mišel istelma me tövetle. A. Se se Kidenje dare puška skoljema da idemo kironikoj. Kiroši se eskirašija, muike se komokjasis žuglugas potlasis ni palaskas. Tako jasin. Se se nopje šujida fujan sujudi. Kymma puška sen. Ne čukatčada lekkaa. Duša dis. Uri kisama muikeda. Lohoi aski novolunjeta. Okta. Vyvjedellä suusta. Čeri se ei meskään. Tervaisa loptis, niin sen parkiaane sulaves, niin on isak čeka munusnena. Duša dis. Vien tai utisedi se vopšezi. Utisedi. Se a gorlas vidlaliseni. No. No, posni da potšekli sogver. Mundaki kuna. Voislokti. Ha. Voislokti. Ok mi se volgannan. Das varas versede. Kukisse valda das varas versede. Nyt kokea misen tani. Das ei spukavat löytyy. Sitten das sen das kukei da das ne sukedi. Sen düşedi. Çok düşürdü. Ja, jak to se nám porvali palaskadle?
me podjadul, ukiun pe okmus, modun pe kwai, a me korsen ule puimele shatu. Me shamun, das kuchas da junbel. Je me pe podjadul kana. No lunje sliaito, je matai weekend. Dan puimlun. Dit je nog dat je goed naar vorige. Ну вот, ребят, основное все собрал. Сейчас приходил знакомый Николай, в прошлый раз тоже приходил. Любит он на лыжах ходить. Сейчас он тоже на рыбалку сюда. Раньше приходил, он, оказывается, там палатку, голубую палатку тоже он унес. Попросили, говорит, принести. Вот. Сейчас новолуние начинается сейчас, да, сегодняшнего дня, наверное, может, это, говорит он, влияет на клев, что-то календарем смотрит, хороший клев, плохой клев. Ну, блин, надо каждый раз выходить самому на рыбалку и отмечать каждый раз, где когда клюет. Не знаю, что влияет, на сегодня, конечно, мы даже до 20 рыб не поймали, десяток только попалось. Вот. Все. Что еще? Сейчас я пойду до Бурана. Сядем на Буран и поедем домой. Короче, какая рыбалка была, я такую показал. Сколько какой улов поймал, все показал вам. Ждите новые фильмы. И до новых встреч. Пока. Будьте здоровы.
menisces skär. Musa menisces skär. Тащерки. Оршет нихуя того. Через вölli, det känns checka munus i kärnan. Det känns väl sen på den. Det var ketchup. Talon är där.